Всем привет! Мы решили съездить на море в Хорватию на приорочке, которую я делал, варил, готовил. Прошел техносмотр и буду забирать сына, старшего, ему 5 лет. Загрузим вещи в багажник. Я уже начал инструмент, взял на всякий случай. Загрузим барахло свое, заберу сына, попрощаемся с женой и младшим сыном и поедем. Дорогу я снимать не хочу и не буду. Ну, в Хорватии потом что-то нас поснимаем. Хочу узнать, насколько приорочка после 2 лет простоя надежная, доедет ли она или нет. Запчасти я никаких с собой не беру, только этот ремень на генератор и все. Так, пожелайте нам удачи. Увидимся в Хорватии, надеюсь. Нам осталось 40 километров на море, но и тут такой дождь, погодка не очень. Море за этими горами будет. Надеюсь, как мы их преодолим, там будет погодка шикарнейшая. И сможем сегодня еще купаться. Времени не так много. Пожелайте нам удачи. Мы уже спустились к морю. Я не ожидал. Даже расход топлива уменьшился чуть-чуть. Вот так, как было. Всю дорогу. Да, я ожидал, что будет подниматься. Но я аккуратно ехал. Через этот подъем потом был очень длинный спуск. И расход опять 4,9. Но тут опять много поворотов будет. И подъемчики, да, увидим, как будет. Второй день мы находимся в Хорватии уже. А тут такой огромнейший мост. А он же через Новиградское море. А Новиградское море, оно там. А там наша машина. Я таки эти подкрасы в цвет не покрасил. Не мог найти нормального. Еще ржавчина на капоте осталась. И крыло черные. И малыш, который не знает дверь открыть. Мы тут в кемпе живем. Идет дождь. Хочу вам показать эту палочку на Приоре универсале. Она очень удобна. Мы сейчас идем пить чай. Так-то будем спать с малышом моим. Приорочка порадовалась эту полочкой. Она мне очень понравилась. Можно ее там складывать пополам. Это очень удобно. Находимся на Макерской ривьере. Вот наше спальное место. Вот этот странный звук. Всю ночь тут звучал. Какая иномарка там включается постоянно. Этот аларм долбаный. Разбудил меня не один раз. Ветер очень сильный сегодня. Обещают только 22 градуса. А мы размышляем, идти уже домой сегодня или завтра. Пока не разберусь.
единственная приора в Хорватии. На обратном пути домой мы заехали в следующую страну, Босну и Герцеговину. Тут приорочка, дорога не очень, но я увидел этот флаг, думал он старый югославский, но там нет звезда, что-то другое, я не знаю, что это значит, какой флаг, погуглю потом. Такой вид, тут такой вид красивый. Гори. Малый уже кричит на меня. Когда стоял под этим флагом, увидел тут внизу еще один флаг. Сдалека видел чехословацкий флаг. Думаю, что это может быть. А тут памятник солдатам чешской армии. Подполковник, майор. Авария, это вертолета умерли. Молодые еще были, 37 лет тоже. И 45. Почему говорю чехословацкий флаг? Потому что это именно он развалил страну, а не знаю почему. Чехословацкий флаг остался Чешской республики Чехии. Это синяя краска, это именно словацкая. Посмотрите историю, кто не верит. А мы продолжаем дальше. Босна интересная страна, кстати. Ребята, нету Еврейского союза европейского. Смотрите, что есть. Красота какая. Пейзаж, можно сказать. Идем посмотреть, что там интересного. Может, что-то советское, русское будет. 39-й кузов. Выглядит не так страшно. Там Мерс. Еще один. Старый. Тут все есть. Все. Ну. Что там сзади есть еще? Ёшкин кот. Вот так путешествуют немцы. Renault Twingo. Всякого добра на крыше. Там всякие флаги. Сзади австрийские. Что-то там венгерские. Словения, Румыния, Болгария, Македония, Греция, Албания. Что там еще? Нет, Черная Гора, Албания, Босна, Хорватия, Словения. Вот так. Нашли Ниву тут на продажу. Хозяин вышел, я потом уже не стал снимать. Мы пообщались, то, что смогли договориться. А говорю, спрашиваю, почему продаете? А у меня там еще 2 машины. Ну, она вся такая покрашенная. Я спрашиваю, если снега много тут есть. Говорит, что да. Значит, ну, жавчины там не было вообще, но я думаю, она покрасили так не очень. На эту жавчину, если много снега, много соли. Так. Но все равно. Не продается даже в Босне. Не ожидал, но очень рад, что увидели Ниву, первую в Босне. Ладу тут вообще не видели никакую. Я говорю, так, дедушка такой, говорю, у нас тоже Лада. Смотрел, улыбался. Но недолго там были, пошли дальше. Еще долгая дорога домой перед нами. Что если мне что-то интересное, еще наснимаю. Кстати, тут огромное количество машин просто так валяется
без номеров стоит машина везде. Никому это не мешает, это мне очень нравится. То, что у нас, если машина без документов, уже проблемы начинаются. Только так на улице. Ох ты, 28 кузов BMW. Такое у меня было. Не знаю, надеюсь, заметили. Очень живописная дорога. В горах Боснии и Герцеговины. Очень красиво, мне нравится. Страна вообще мне нравится. Туннель будет. Да. Дыра. Едем в дыру. Так, как это говорится. Я очень рад, что едем через эту Босну и Герцеговину. Как всегда, потом вспомнил слово. Не пожалел, что едем туда. Баня Лука уже на въезде. А тут российский флаг большой. Но я уже заметил, не первый раз этот флаг, но у них наоборот поставлен. Я так думаю. Мы на границе опять в Хорватию и едем. Кстати, очень редко, но попадаюсь эти машины русские. Лада 110 видел одну, там прям ее загружали. Пятидверку Ниву тоже видел, но зase не успел. Что-то обороты как-то там туда-сюда. Трёрочка не нравится, когда она стоит в очередях. Пересекаем границу Словении. Еще Словения небольшое расстояние. И заедем в Венгрию и потом уже домой. Ура! Так, переехали наконец-то в Венгрию. Сейчас пересекаем границу. Хочу сказать про Венгрию. Я вообще не люблю эту страну, если по-честному. Там ничего нет, снимать нечего, там дороги плохие. Еще хотят еще 26 евро за эту быструю дорогу, но она только около 100 километров там, а через всю страну там около 240 километров. Я не хочу платить за 100 там, 100 назад, 26 евро. Надо 10 дней, так я заработал за сколько? За 2 часа 26 евро. Почему 2 часа? Да потому что я ехал теперь точно 3 часа и 10 минут за сутки. Время 10 было, когда мы проезжали границу. Если так ехать быстрой дорогой, так может час сэкономим в одну сторону. Так, зачем нету? Так спокойно еду. Так можно через всю Венгрию переехать по быстрой дороге, но это надо через Будапешт, потом на юг, видишь прямо в Хорватии. Но от меня, как я еду с моей точки Словакии, это больше километров делаешь, и зачем так, не знаю сколько, но я думаю 100 может быть больше. В основном с нашей стороны люди ходят с той стороны, как я, но может они ходят там тоже больше километров. А если ехать по этой быстрой дороге, все равно город Szombathely, не знаю как это на венгерском, даже там странное название, странный язык.
все равно идешь по старой цесте, едешь по старой цесте дороги едешь. Зачем? Но в основном люди покупают и едут. Но не все, конечно. Были такие, как я. Ну, нас мало, но все платят. Но это не наше. Хотел сказать, все не овцы. И слава Богу. А с другой стороны хорошо, потому что дороги пустые, едешь нормально, никаких пробок нету. И ну и отлично. Мы уже дома. Я уже между своими любимыми машинами. Надо подводить итог. Приорочка себя отлично показала. После 2 лет стоянки мы сделали второй круг 1959 километров и расход топлива 5 литров. Да, это реальный пробег. Он хорошо показывает этот компьютер. Так, я очень доволен машиной. Мне нравится. Она надежная. Я очень рад, что я ее сохранил. Она хорошо служит. Но на данный момент все. И следующее видео будет интересное. Опять я пойду машину брать. Старую машину, советскую. Видео будет. Потом выложу. Когда, не знаю, но будет. Всем пока. Спасибо за просмотр.